На акцию памяти жертв крушения на востоке Украины пассажирского лайнера MH17 представители русской, украинской и белорусской диаспоры в Вашингтоне пришли с подсолнухами. Эти цветы для украинцев символизируют родину, а сегодня напоминают о трагедии 17 июля 2014 года. Тогда на поле, окруженном подсолнухами, оказались осколки Боинга 777 малайзийских авиалиний. Это как раз будет напоминанием тому, что мы видели на этих фотографиях ужасных, когда лежали обломки и вокруг росли эти подсолнухи. Минута молчания, молитвы на английском и украинском языках и чтение вслух имен всех 298 человек, ставших жертвами конфликта, о котором они, вероятно, знали лишь из новостных сводок. Так активисты вспомнили вторую годовщину крушения рейса MH17 на востоке Украины. Участники марша встретились у Белого дома и вместе дошли до резиденции посла России в США. Активисты хотят напомнить, что с тех пор, как произошла трагедия, прошло 2 года, а к уголовной ответственности за сбитый самолет никто не был привлечен. Наше правительство должно услышать нас. Нам, американцам, не безразличен этот вопрос. Я был в Украине в день этой трагедии. Мне было стыдно, что такое возможно. Российская власть прекрасно знает, что произошло. И мы должны дать им понять, что невинные люди не могут становиться жертвами этой агрессии. Пассажиры и члены экипажа самолета, выполнявшего плановый рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, по данным голландских следователей, погибли мгновенно. 2/3 погибших были гражданами Нидерландов, остальные из Австралии, Малайзии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии. На территории, которая поддерживается, к сожалению, российским правительством, сепаратисты, используя военную технику российскую, сбивают гражданский самолет. По-моему, долг каждого человека приходить и выражать соболезнования и требовать справедливости. Голландские власти пришли к выводу, что Боинг малайзийских авиалиний был сбит ракетой комплекса БУК, выпущенной с территории Восточной Украины. А в последнем докладе независимой журналистско-аналитической группы Bellingcat авторы с помощью сообщений свидетелей в социальных сетях прослеживают маршрут колонны 53-й зенитно-ракетной бригады от места базирования под Курском по направлению к российско-украинской границе в июне 2014 года. Российские власти продолжают критиковать результаты расследований как и нидерландских властей, так и группы Bellingcat. А здесь, в Вашингтоне, память о трагедии объединила украинцев, русских, американцев и всех тех, кто неравнодушен к дальнейшему ходу расследования причин и обстоятельств крушения малайзийского пассажирского лайнера в небе над Донецкой областью. Ануша Витисян, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон.